Здравствуйте, вы смотрите программу «Актуальное интервью». И сегодня у нас в студии гость, председатель Нерюнгринского районного совета депутатов Валерий Селин, член партии «Справедливая Россия». Валерий Викторович, здравствуйте. Добрый день, Ирина. Расскажите, пожалуйста, вот буквально совсем недавно Нерюнгринский район с рабочим визитом посетил представитель партии «Справедливая Россия» Михаил Делягин. Как прошла встреча и какие вопросы обсуждались? Да, действительно, нас посетил Делягин Михаил Геннадьевич вместе с депутатом Государственной Думы Федотом Семеновичем Тумусовым. И мы провели круглый стол на базе Нерюнгринской районной администрации. Я хочу сказать, что встреча была очень такая активная, насыщенная. Михаил Геннадьевич входит в пятерку лучших экономистов Российской Федерации. И действительно, он подтвердил это на деле. Мы услышали доклад Михаила Геннадьевича о том, что как в современном мире действует экономика Российской Федерации. Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день вектор повернут развития экономики у нас в стране на восток. Но для Нерюнгринского района это как бы продолжение той работы, которая была сделана до того. Мы всегда, наши промышленники, угольщики, рассматривали свое производство и экономику, безусловно, сотрудничая со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. И те вопросы, которые были подняты на этом круглом столе, они очень актуальны. Но я хочу сказать, что вот именно потом диалог, когда произошел между жителями Нерюнгринского района и Михаилом Геннадьевичем, Федотом Семеновичем, да, он скрыл те наболевшие проблемы и вопросы, которые волнуют не только наших жителей, но я думаю, что жителей всего Дальнего Востока и нашей страны. В частности, прозвучали предложения о том, что у нас идет дороговизна киловатт-часа, да, порядка 9 рублей стоит киловатт-час. Это очень много для нашего региона. Гигакалория, тепло 3800 рублей. Это тоже очень дорого. И прозвучало предложение вообще о заморозке тарифов, повышения тарифов, которые должны быть в следующем 2024 году. То есть возможно решить? Возможно решить именно на законодательном уровне. Если остановить заморозку тарифов, тогда на ближайшие 3 года, как у нас сверстан план, бюджет района, как бюджет страны сверстан, да, мы увидим, безусловно, очень мощный эффект в развитии нашей промышленности и малого бизнеса. Также прозвучало предложение об отмене уплаты налогов на те суммы, которые жертвуют сегодня наши предприниматели, организации, фонд специальной военной операции. То есть в любом случае, если организация или индивидуальный предприниматель пожертвовал какую-то сумму, с него потом все равно взимаются налоги. Вот поступило предложение об отмене этих налогов. Также поступило предложение от Романа Михайловича Щегельника, главы района, о том, чтобы тоже присвоить сразу льготы участникам специальной военной операции с момента их призыва. То есть не тогда, когда они придут уже после специальной военной операции и получат какие-то льготы, корочку, да. Они же с момента призыва исполняют свой долг по защите нашей Родины. То есть вот это предложение. И я уверен, что вот наши представители промышленных организаций, общественников, просто жителей Нерюнгринского района услышали очень много полезного на этой встрече. И все предложения, которые прозвучали на этом круглом столе, они взяты в работу депутатами Государственной Думы от партии «Справедливая Россия» и будут над ними работать. А были какие-то предложения от жителей района? Да, от жителей Нерюнгринского района, в частности от депутатского корпуса, было предложение о том, чтобы регистрировались недропользователи, которые находятся работают, да, и производят добычу полезных ископаемых на территории района. Именно они производили регистрацию своих предприятий на территории района. А много у нас таких недропользователей в районе? Районная администрация ведет в этом направлении работу, и мы стараемся всех недропользователей, которые они работают у нас на территории района, так сказать, взять на учет, и чтобы они регистрировались у нас в нашей налоговой инспекции.
но, к сожалению, есть такие. И их немного, но они есть. В наше время, когда каждая копейка на счету, для нас было бы полезно, чтобы именно недропользователи производили регистрацию на территории нашего района. Это позволит нам увеличить доходную часть нашего бюджета, соответственно, направить ее на социальные нужды для улучшения жизни жителей Нерюнгринского района. А что касается отделения партии «Справедливая Россия», нерюнгринские члены партии довольно активно принимают участие в жизни района, города. Вот какие мероприятия проводятся, какая работа ведется, какие планы на будущее? Начну немножко с истории. У нас партия «Справедливая Россия» действует в Нерюнгринском районе уже с 2008 года. В 2007 году началось все это движение, но официально уже с 2008 года началась работа местного отделения. И с 2008 года я являюсь активным членом этого местного отделения и членом партии «Справедливая Россия». Вот уже на протяжении 15 лет у нас сформировался, так скажем, свой электорат, который нас поддерживает, нашу партию. Местное отделение участвует во всех общественно значимых мероприятиях, начиная от уборки мусора. Конечно, мы участвуем в мероприятии в Дне Победы, раздаче георгиевских ленточек. И недавно в Нерюнгринском районе был создан Центр защиты прав граждан на основе регионального отделения политической партии «Справедливая Россия за правду», и оно активно действует. Очень много жителей к нам обращаются просто за разъяснением, особенно по жилищно-коммунальным услугам и просто по бытовым вопросам. Члены партии «Справедливая Россия», они у нас достаточно активные, но это не значит, что мы всех подряд принимаем в партию. Много сторонников. Я всегда говорю, что прежде чем написать заявление о вступлении в партию, вы должны это осознать для себя. Нужно вам это или не нужно. Готовы вы дальше работать в одной команде единомышленников и сторонников. Поэтому местное отделение достаточно активно работает. И мы благодарны жителям Нерюнгринского района, что они нас также активно поддерживают. Впереди такое важное событие в сентябре – выборы в Государственное собрание Илтумен. Как проходит подготовка? У нас в местном отделении в Нерюнгринском районе сформирован штаб. Туда входят и члены «Единой России», и сторонники, и просто общественники. У нас сформированы представители во всех участковых избирательных комиссиях Нерюнгринского района. Также мы будем привлекать наблюдателей от кандидатов, которые будут у нас задействованы от местного отделения политической партии «Справедливая Россия». Хочу сказать, что список кандидатов на участие в выборах Государственного собрания Илтумен сформирован. На участие кандидатов в депутаты Нерюнгринского районного совета также сформирован. У нас люди идут и идут, просто со стороны приходят и говорят: мы хотим работать с вашей партией, с вашим отделением. И мы с удовольствием всем объясняем, что выборы тоже такое дело, что это не просто я захотел стать кандидатом или депутатом. Для этого надо работать. И работать осознанно. Прежде всего. Да, работать осознанно. Для чего ты вообще идешь в депутаты? Я всегда говорю, что если вы идете для того, чтобы получить корочку и где-то ее потом предъявлять, лучше не приходите к нам. Просто занимайтесь своими делами и все. А если человек, когда стал уже кандидатом или избрался депутатом, да, это настоящая такая живая общественная работа. Валерий Викторович, ну вот совсем недавно вы ездили в зону проведения специальной военной операции. Расскажите, пожалуйста, встречались ли вы с нашими земляками? Как там обстановка, что они рассказывают? Это, вы знаете, этот вопрос или вектор, я считаю, что он уже основным стал в нашей повестке дня. Я хочу здесь в первую очередь поблагодарить наше руководство республики Арсена Сергеевича Николаева, правительство, постоянное представительство Республики Саха-Якутия в городе Москве, потому что они очень хорошо координируют работу опорных пунктов наших, которые находятся в Ростове-на-Дону, мы посетили их, в Новоазовске. Это действительно ребята-патриоты, но ребятами их трудно назвать, они все уже мужчины в возрасте, и есть и многодетные отцы. Они каждый день с утра
вносит очень большой вклад в то дело, которое называется победа. Действительно, мы посетили, мы передали из средств фонда Нерюнгринского района, приобретено было 5 автомобилей УАЗ, закуплена экипировка, оборудование, начиная от тактических кроссовок и заканчивая мобильными радиостанциями, тепловизорами, квадрокоптерами. То есть тот необходимый перечень имущества, который нам скинули наши же ребята, участники СВО, он был приобретен и им роздан. Мы посетили 5 точек, там, где служат непосредственно наши ребята, которые были призваны из Нерюнгринского района. Настроение у ребят хорошее, боевое. И действительно там чувствуешь, что вот этот нерв, вот этот накал, который происходит на передовой, в тылу, и те огромные, просто я хочу сказать, да, огромные усилия, которые прилагает сейчас не только наш Нерюнгринский район, но и вся страна, он оправдан, он заслуживает большого внимания. И мы общались в городе том же Кировске, где наша республика оказывает просто огромную помощь. Наша республика вошла в первую пятерку по России по оказанию помощи Донецкой Народной Республике. Очень большие города крупные обошли, и просто жители на улице просто благодарили и говорили, что ну, большое спасибо за помощь. Если у людей на протяжении 30 лет не было даже освещения на улицах, да, не ремонтировались дороги, не ремонтировались школы, детские сады, то сейчас это делается в очень быстрых темпах. Мы проехали по хорошей асфальтированной дороге, есть уличное освещение, ремонтируется церковь, школа отремонтирована, одна из лучших является школ Донецкой Народной Республики, детские сады, строится центр МФЦ. То есть все усилия направлены для того, чтобы жители Кировска жили лучше и чувствовали себя частичкой нашей великой Родины, России. Поэтому ну, вот я советовал бы, наверное, нашим всем чиновникам, руководителям съездить хотя бы туда на неделю и посмотреть все своими глазами. Потому что это такое, ну, как вам сказать, непередаваемое чувство гордости за наших мужчин, да, за всех, кто выполняет свой долг перед Родиной. И я уверен, что, вот как говорит наш лидер Сергей Михайлович Миронов, победа будет за нами, работайте, братья. Валерий Викторович, большое спасибо за такую интересную и, главное, полезную информацию. А я напомню, сегодня у нас в гостях был председатель Нерюнгринского районного совета депутатов, член партии «Справедливая Россия» Валерий Селин. На этом у нас все. До свидания.